Вчера, если я правильно понял, был обыск у лидера нашей нации в Бахчисарае Мустафы Джемилева без его присутствия. Ну, конечно, были выдержаны какие-то, так сказать, моменты, связанные с якобы законностью этого обыска. Затем вчера в Симферополе также провели несколько обысков среди наших соотечественников. Сегодня рано утром провели обыск в моем доме, когда я выехал в Киев. Обыск проводили около 14 человек, и все было связано с неким подозрением террористической деятельности в отношении меня, как руководителя отдела внешних связей Меджлиса Крымстарского народа. Поэтому я думаю, что давление, эти все факты, это лишь начало. И я думаю, что цель конечная локализовать, если только не уничтожить наш национальный орган самоуправления, систему Курултай Меджлис. Вот, кто проводит такие обыски? Это ФСБ или как они представляют? Следственный комитет ФСБ России в Крыму. А какие они предъявляют для того, чтобы провести обыск? Должно же быть возбуждено некое уголовное дело. Нельзя же просто идти. Ну вот они зачитали некий акт документа, как вот я понял, в котором якобы я подозреваюсь в действиях, связанных с террористической деятельностью. Но, естественно, семья была в шоке, но собрались люди, попытались как-то проконтролировать обыск. Но я думаю, что мы не застрахованы теперь от того, что вдруг в моем доме появится какой-нибудь такой предмет, который потом будет аргументом в пользу того, что я занимаюсь террористической деятельностью. И то ли взрывчатое какое-нибудь вещество, то ли патроны, то ли еще что-либо, то ли наркотики. Вот такая вот форма диалога российской власти с крымскими татарами, с Меджлисом и Курултаем крымстарского народа сегодня вот объявляется. Я думаю, что в преддверии 18 мая на подобное кощунство, на подобную провокацию, ну, нормальный человек не должен был бы пойти и позволить себе. Поэтому наш народ, сегодня я могу открыто заявить, ждет только такое явление, которое будет создавать безопасность, не безопасность, а опасность нашему существованию. Поэтому я считаю, что мы должны обратиться к международной общественности, в том числе и к России, в том числе и к Украине, по проведению отдельного международного форума по обеспечению безопасности крымстарского народа в Крыму.